Главные события понедельника, 25 марта, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Вместе ради будущего, надежды и света жители Якутии присоединились к массовой акции по изготовлению бумажных цветов в память о жертвах теракта в Крокусе. Из Якутска до Охотска стартовала экспедиция по следам Витуса Беринга. Команда из 12 человек планирует преодолеть 1200 километров пути на вездеходах «Бурлак». Олимпийские чемпионы Ольга Зайцева и Никита Крюков прилетели в Нейрюнгри. Они стали амбассадорами 5-й зимней спартакиады Якутии. Первыми в борьбу за медали в спартакиады вступили хоккеисты. Оспаривание медалей среди 8 лучших команд началось в предварительной стадии. Ну а большая часть соревнований начнется завтра, а пока время тренировок. Участники зимней спартакиады в Алдане протестировали лыжные склоны. Глава Якутии Айсан Николаев провел очередное планерное совещание с руководством правительства и администрации главы и правительства. Айсан Николаев сообщил, что правительство страны утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза. Он напомнил, что федеральные решения по вопросам бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера отрабатывались на примере республики. В августе прошлого года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. Глава Якутии подчеркнул, что реализация данных решений должна быть синхронизирована с проводимой на республиканском уровне работой по организации завоза. Науку детям. В Якутске прошел круглый стол на тему профильное инженерно-технологическое образование, современное состояние и вызовы. Он состоялся в рамках одноименного международного педагогического форума, на котором присутствовали представители различных общественных организаций, предприятий, учителя и педагоги. К ним присоединился и наш корреспондент Тимур Калмогоров. В республике более 35 школ реализуют политехническое и инженерное образование. Одной из таких является Саха-политехнический лицей, который уже на протяжении 20 лет занимается обучением детей естественным наукам. Одной из главных задач круглого стола является улучшение данных направлений. Мы реализуем, и каждая школа реализует очень много направлений. И профильное обучение, и дополнительное образование, и научно-исследовательскую работу, профориентационную работу и профессиональную подготовку. И в этой связи мы работаем именно во взаимодействии и со школами, и с центрами дополнительного образования, и с СПО, средними специальными учебными заведениями и высшими учебными заведениями. На обсуждении были подняты вопросы повышения качества образования естественных наук, поднятия интереса у детей к научным и проектным исследованиям, а также тщательная подготовка будущих специалистов, необходимых в республике. Знаете, у нас регион глубоко промышленный, и весь валовый региональный продукт формируется именно из промышленности и из энергетики. Соответственно, нам очень нужно понять, какие эффективные механизмы есть для того, чтобы именно готовить будущих наших кадров, будущее поколение инженеров именно через формулу школа, СУЗ-ВУЗ, предприятие. В круглом столе приняли участие также представители промышленных предприятий, университетов и школ из других регионов страны. Они поделились опытом по данной проблеме с местными специалистами, предложив свои идеи и проекты. Так, Эрнесто Санчес предложил свою работу по внедрению искусственного интеллекта в обучении школьников. Я уже около 3 лет сотрудничаю с Актемским научно-образовательным центром, и целью нашего сотрудничества является разработка и внедрение образовательной программы по направлению искусственный интеллект для школьников, в данный момент для 10 и 11 класса. Но помимо обучению искусственному интеллекту мы комплексно сотрудничаем и включаем преподавателей других, связанных с искусственным интеллектом дисциплин, а именно математики, физики и информатики. По итогам круглого стола самые эффективные предложения были собраны и отправлены на рассмотрение в Министерство образования Республики. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Стартовали курсы повышения квалификации для учителей начальных классов на базе всероссийской программы «Орлята России». Особенностью курсов станет введение в программу регионального компонента на якутском языке. Аманотов с подробностями.
Оживленный обмен идеями и опытом прошел сегодня в Якутской городской национальной гимназии. Организаторы данного мероприятия придумали для учителей и учеников 7 обучающих треков с тематиками, связанными с патриотическим воспитанием, а также с сохранением родной культуры. Также были включены методические разработки внеурочных занятий на родном языке с обязательной реализацией программы совместно с родителями учеников. У нас на базе Якутской городской национальной гимназии начинаются курсы повышения квалификации для учителей начальных классов, реализующих программу «Орлята России» с якутским языком обучения. Упор делается именно на региональный компонент, потому что городская национальная гимназия начинает перевод программы на родной язык и введение регионального компонента. Конечно, это очень важно для наших ребят, потому что для якутских школ восприятие будет и популяризация программы больше. Всероссийская программа «Орлята России» начала свою работу с якутскими школами с 2022 года, уже охватив свою программу 540 школ со всей республики. В этой программе она как бы является первой ступенью патриотического воспитания. То есть дети проходят 7 треков, там эколог, хранитель, лидер. Но программа уникальна тем, что она охватывает класс, не каждого индивидуально, то есть класс. Их учит дружить, быть командообразующим, делать помощь. То есть ребята учатся всему, что раньше мы это проходили. По результатам конкурсного отбора на участие в федеральной смене Содружества «Орлят России» победителями стали 4-классники 21-й школы и Якутской городской национальной гимназии. Всего в конкурсном отборе приняли участие 16 образовательных учреждений. Главный приз – путевка во Всероссийский детский центр «Океан», куда дети могут отправиться уже в мае этого года. Аманотов, Аэлита Махно, Якутск. Перед началом единых государственных экзаменов в городах начали организовываться профтуры для учащихся и выпускников образовательных школ. Как это происходит во Владивостоке, расскажет моя коллега Лиана Михайлова. Куда мне поступить и кем мне потом работать? Именно такими вопросами задаются выпускники школ каждый год. Для ответа на такой вопрос появились и начали работать профориентационные туры. Это вид образовательного туризма. Он направлен на то, чтобы помочь школьникам и выпускникам старших классов определиться с наиболее подходящими направлениями для профессиональной деятельности, а также подробно ознакомиться с учебными программами и затем выбрать соответствующее учебное заведение. Профориентационные туры сейчас являются очень актуальными, поскольку помогают школьникам более осознанно выбирать свое будущее образование и профессию. Это помогает избежать ошибок при выборе специальностей, которые могут привести к неудовлетворенности в обучении. Родители детей также поддерживают такую идею и с удовольствием отправляют детей в такие поездки. Мы, например, всегда на профтурах включаем в программу встречи с студентами. Например, сегодня у нас встреча с Искиль, и они всегда идут к нам навстречу, проводят нам мероприятия для школьников. С каждым годом количество первокурсников во Владивостоке растет. Многих здесь притягивает здешняя природа, климат и расположение. Студенты из Якутии вступают в землячество для того, чтобы помогать своим землякам адаптироваться и предлагают свою поддержку. Я состою в якутской студенческой организации «Кескиль». Мы проводим для учеников из Якутии различные интерактивы, рассказываем про свой опыт, как поступали и свою общажную жизнь. У ребят есть возможность не только ознакомиться с образовательной сферой, но и поближе узнать и ощутить атмосферу города, увидеть интересные места и попробовать себя в роли студента. По словам Ильи, такие поездки помогают школьникам понять, подходит ему город или нет. Ведь я хочу поступить на востоковедение. И, как известно, в городе Владивосток самое лучшее место для того, чтобы это востоковедение как раз-таки изучать. В первую очередь, это будет полезно выпускникам школ тем, чтобы они определились, куда они хотят поступить. Так как много детей сейчас хотят поступать в разные города: Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск. И именно для этого нужны профтуры. Такие поездки обычно длятся около недели. Школьники успевают посетить различные предприятия, учебные заведения и другие места, где им предоставляется возможность познакомиться с различными профессиями и специальностями. Лиана Михайлова, Владивосток. Студенты и активисты Молодой гвардии Якутска возложили цветы к стихийному мемориалу «Журавли над Ильменем» в знак скорби о погибших при теракте в Крокусе. Всего в акции участвовало свыше 50 студентов из разных вузов Якутска.
Но в нашей стране объявлен траур общероссийский по людям, погибшим и пострадавшим во время террористической атаки на Крокус Сити Холл. Но сегодня мы на площади павшим бойцам на Ильмени будем возлагать цветы и скорбить вместе со всей Россией. Это большая боль и большая скорбь по тем людям, которые ни в чем не виновны. В Ленске у обелиска Победы появился стихийный мемориал в память о жертвах терактов в Крокус-Сити-Холле. Накануне там прошло траурное мероприятие, собрались десятки горожан. Ленчане, как и вся Россия, скорбят по погибшим. Глава города и заместитель главы района выразили соболезнования родным и близким, отметив, что в такое сложное для России время нужно быть сплоченными и сильными. Ленчане несут к мемориалу цветы, игрушки и свечи. Стихийный мемориал появился также и на остановке «Почта» в центре города, а также возле храма великомучеников в поселке Пеледуй. Терроризм, синонимы – это устрашение, страх, смерть. И самое главное, нацелено это все в первую очередь, конечно, на тех людей, которые погибли в зале, но имеет широко идущие последствия. Цель-то, конечно, всех нас разделить по национальному признаку. И только сильные духом русские люди, имея в виду все национальности, которые проживают на нашей территории нашего государства, только все вместе мы можем выстоять и победить. Мы вместе ради будущего, надежды и света. Именно под таким девизом в российских школах в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном Красногорске, проходят мастер-классы по изготовлению бумажных цветов. Инициаторами проведения стали Министерство просвещения России и общероссийское «Движение первых». Подробности расскажет Вероника Таюрская. В рамках курсов повышения квалификации Всероссийской программы «Орелята России» прошла акция по созданию бумажных крокусов по принципу оригами. Данный цветок был выбран не случайно, ведь именно такое название имеет одноименный комплекс, в котором случилась страшная трагедия. Мы решили присоединиться к всероссийской акции, но мы понимаем, что в стране проходят дни траура, и мероприятие мы начали с минуты молчания. И потом сейчас участники у нас делают цветы крокусы. Акция называется «Цветок надежды» в память о погибших и поддержку пострадавших при теракте. И они будут делать эти крокусы, и получается, можно крокусы прикрепить к одежде, но в рамках этой акции. И остальную часть мы хотим отнести на площадь Победы к мемориалу города-героя Москвы. С целью сплочения и единения всей многонациональной страны в Якутской городской национальной гимназии провели мастер-класс по изготовлению бумажных цветов в рамках акции «Цветок надежды». Я думаю, конечно же, это очень важно, чтобы дети чувствовали, как важно быть вместе. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности. И такие акции, они объединяют, сплачивают и помогают преодолевать трудности. Принять участие на мастер-классе пришли учителя со многих улусов республики и школьники Якутской городской национальной гимназии. Всего в акции приняло участие более 100 человек. Акция будет бессрочная, потому что в эти минуты, конечно, очень важно, чтобы мы поддержали всех. И самое главное, мы были едины. Нам очень важно, чтобы мы друг друга поддерживали в такую трудную минуту. Память о жертвах трагедии останется в сердцах каждого гражданина страны, как одно из самых страшных событий в России. Очень важно в трудных для страны ситуациях оказать любую поддержку и проявлять еще большее единение народов. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. Якутия отмечает День работника культуры в Российской Федерации. В рамках этого ежегодного праздника в Якутске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград работников культуры. За последние 5 лет в рамках национального проекта «Культура», который был инициирован президентом страны Владимиром Путиным, в республике построены 6 сельских клубов и 35 модельных библиотек. Также ежегодно проходит обучение 500 работников культуры. Президент Российской Федерации в своем послании отметил, что с следующего года будет инициирован проект «Земский работник культуры», который вдохновляет надежды, вселяет надежды для молодых работников культуры, которые будут работать на местах, деревнях, поселках,
отдаленных населенных пунктах нашей республики. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех наших коллег, работников культуры с этим замечательным праздником. Из Якутска до Охотска стартовала экспедиция через исторический тракт в рамках проекта «Пути великих свершений». Путешествие планирует пройти команда из 12 человек на 5 ходовых днях на вездеходах «Бурлак» МЧС Якутии. По итогам экспедиции планируют установить экономические связи между Охотским районом Хабаровского края и Якутией. Подробнее в сюжете Дарьи Короленковой. В рамках такой большой экспедиции команда испытает на себе технику, снаряжение и средства связи. Помимо исследования исторического значения данного путешествия, эксперты изучат перспективы развития транспортного коридора, а также изучат сохранение культурного и исторического наследия Охотского тракта в современном обществе на местах. В течение 5 дней мы должны преодолеть более 1200 километров, проехать по территории наших муниципальных районов, доехать до Усмайского улуса, до Аллах-Юня, затем на такое поселение, как Арка, и затем уже на Охотск. Со своими коллегами с Усмайского улуса, с Охотского муниципального округа мы на связи, они готовы нас встретить, помочь. Отправляться в экспедицию обязательно нужно подготовленным, поэтому вездеходы оснащены всем необходимым. Внутри могут разместиться 7 человек и весь комплект оборудования. Как рассказал начальник поисково-спасательного отряда Игорь Любинец, техника хорошо показала себя как пример импортозамещения и предназначена для экстремальных условий Арктики. Конкретно вот эти вездеходы «Бурлак» как раз таки рассчитаны на местность, на ту, в которую мы поедем. Это арктическая зона, это горная зона. Они, в общем, предназначены для таких маршрутов. Как бы маршрут уже прорабатывали, часть его пойдет вообще без дорог, по бурановским следам, скажем так, по руслам рек замороженных, по наледям и так далее. Поэтому именно он. Также во время экспедиции будут проходить съемки второго фильма проекта «Пути великих свершений» под названием «Код Беринга», который позволит заглянуть в историческую реальность и узнать о том, какими были первые переходы через Берингов пролив. Дарья Короленкова, Григорий Охлопков, Якутск. В Южной Якутии стартовала 5-я спартакиада зимних видов спорта республики, на которой будут определены лучшие муниципальные сборные. В соревнованиях, которые пройдут по 10 видам, примут участие более 1120 участников. В Нерюнгри звезды мирового спорта, олимпийские чемпионы Ольга Зайцева и Никита Крюков встретились со спортивной общественностью. Продолжат наши коллеги. С 25 по 31 марта в рамках 5-й спартакиады зимних видов спорта республики в Нерюнгринском районе пройдут соревнования по хоккею, фигурному катанию, северному троеборью. Я уверен, что мероприятие пройдет на высоком организационном уровне. Мы покажем высокие результаты, покажем красивые хоккейные матчи, красивые выступления фигуристов. И я уверен, что зимние виды спорта уж в Якутии должны развиваться очень хорошо на высоком уровне. Поэтому мы, главы муниципальных образований, должны для этого прилагать максимум усилий для того, чтобы развивать зимние виды спорта. Почетные гости — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Никита Крюков и двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по биатлону Ольга Зайцева встретились со спортивной общественностью района. В Нерюнгринском районе я сейчас первый раз. Всегда как-то проезжал мимо, да, направлялся сразу прямиком в Алдан. Миссия моя амбассадорская, 5-я зимняя спартакиада, или 5-я спартакиада по зимним видам спорта. Надеюсь, все пройдет классно. Буду следить, помогать, открывать и болеть за всех спортсменов, чтобы у всех были хорошие старты и быстрый финиш. Ольга Зайцева уже бывала в Южной Якутии на вкатке в 2005 году. Биатлонистка поделилась, что Нерюнгри для нее судьбоносный город, так как именно здесь она повстречала своего мужа. Спортсмены поделились личными историями, своим спортивным опытом и позициям по всем интересующим вопросам от спортивной общественности района. Например, в мое время мы редко встречались с олимпийскими чемпионами. Я один раз, наверное, выступала на
соревнованиях призы Раисы Сметаниной. Там я ее видела, я очень была восхищена, не знаю, взяла единственный раз автограф у нее на лыжи, она у меня до сих пор сохранена. И говорю, всегда Раиса Сметанина, всегда у меня в голове был ее девиз. Поэтому мы, наверное, как олимпийские чемпионы должны ездить по таким мероприятиям и показываться детям, рассказывать, должны делиться опытом. И это на самом деле наша миссия такая у олимпийских чемпионов. Поделившись своими секретами успеха, олимпийские чемпионы надеются, что тренеры смогут замотивировать своих юных спортсменов на такие же высокие достижения. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Программа Никиты Крюкова и Ольги Зайцевой продолжилась в Алдане. Именитые спортсмены встретились с воспитанниками республиканской специализированной школы. Помимо этого, олимпийские чемпионы приняли участие в пресс-конференции, посвященной началу спартакиады. В ходе визита оба спортсмена отметили важность проведения подобных соревнований для повышения конкуренции между районами и общего развития спорта в регионе. Планируется, что в дальнейшем Крюков и Зайцева дадут мастер-классы юным спортсменам и примут участие в торжественной церемонии открытия спартакиады, которая состоится уже завтра. Я приехал в очередной раз с большим удовольствием. Соскучился уже. Последний мой визит был в ноябре месяце. Прошло практически полгода. Стабильно. Солнечная Якутия встретила меня сегодня. Добрались до Алдана. Провели уже несколько встреч с детьми, со взрослыми, с молодежью. Хочется пожелать на спартакиаде, чтобы все достигли тех целей, к которым они шли. Все, что они наработали, пусть они на этих стартах показывают. И это будет плодом их творчества. Впервые за историю спартакиады горнолыжники и сноубордисты поборются за первенство на Алданской площадке. С чем связан перенос, узнали наши корреспонденты. Пятой спартакиаде зимних видов спорта Якутии дан старт. Соревнования начнутся завтра, а сегодня их предварили официальные тренировки. Мастер спорта по лыжным гонкам и чемпионка России по биатлону Надежда Семенова представляет команду Чурапчинского района. В спартакиаде зимних видов спорта Якутии участвует не впервые. Однако в этот раз Надежда выступит в новой для себя дисциплине – в соревнованиях по горным лыжам. Из лыжницы превратилась в горнолыжницу, в принципе, да. И настроение хорошее, дух боевой, трасса классная. Смотря уже, как сказать, каталась я и в других городах тоже на горных лыжах, да, как бы понятие у меня тоже есть. Ну, у нас трасса вот в Алдане вообще четкая. Очень хорошо подготовку супер. В календаре спартакиады соревнования по горным лыжам и сноуборду являются традиционными. Впервые за историю республиканского спортивного праздника состязания по этим дисциплинам пройдут в Алдане. Перенос площадки связан с климатическими условиями. Трасса у нас достаточно простая, и это скорее вынужденная мера, потому что вот в Нерюнгринском районе, к сожалению, условия не позволяют провести на безопасном уровне вот эти соревнования. Поэтому было принято решение провести в Алдане. Мы сделаем, в общем-то, я знаю, что организаторы, и мы тоже сделаем все возможное, чтобы соревнования прошли на достаточно хорошем уровне. В Алдане горнолыжная трасса была открыта в 2022 году. Ее протяженность составляет 650 метров. В течение сезона здесь проходят как тренировки, так и соревнования различного уровня. По мнению спортсменов, участников спартакиады, склон отличный. Разнообразие рельефа подходит как для новичков, так и для профессионалов. Склон, говорят, сравнение, чем Нюрнберг, чуть-чуть пологое, но я сам не спускался, я сам не знаю, но говорят нормально. Трасса, говорят, хорошая трасса. А так, настроение боевое, будем бороться, как сможем, так сделаем, наверное. Пятая спартакиада названа главным спортивным праздником сезона в Якутии. Соревнования пройдут на площадках Алдана и Нерюнгри. В Алдане участники поборются за первенство в 7 видах спорта. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а первыми в борьбу за медали вступили хоккеисты. Соревновательная программа продолжилась сегодня в течение всего дня. Это пятая спартакиада по зимним видам спорта, напомню. Стартовала она сегодня в Нерюнгринском районе. Оспаривание медалей среди 8 лучших команд началось с предварительной стадии. Тему продолжит Лариса Сукуева. Первыми на лед вышли команды города Якутска и Хангаласского Улуса. Столичная команда не встретила сопротивления и отправила в ворота соперников 25 шайб, пропустив при этом лишь одну. Первые 3 очка в кармане, но расслабляться рано. Уже в скором времени якут сойдется с принципиальным соперником командой Мирного. По жребию так получилось, что мы в полуфинале, скорее всего, встретимся с командой Мирного района. Настраиваемся на эту игру. Это будет полуфинал.
Ну, я думаю, две команды равные, будет интересная игра. По итогам предварительного этапа команды, занявшие первые места в своих подгруппах, продолжат борьбу за золото в стадии плей-офф турнира. Команды, расположившиеся на второй строчке, разыграют между собой 5, 6, 7 и 8 места. Остальные примут участие в утешительном турнире. Команды разбиты по рейтингу. Рейтинг составлен на основании чемпионата прошлого года по хоккею с шайбой. То есть сильнейшие играют со слабейшими. Подобные соревнования служат хорошим подспорьем для развития молодых якутских хоккеистов, которые регулярно занимают призовые места на всероссийских стартах. Это стало возможным благодаря системному развитию детско-юношеского спорта. Детско-юношеский хоккей у нас развивается. Да, к сожалению, у нас нет ступеньки, которая бы нам дала возможность перейти к более высокому уровню. Но вот на сегодняшний день разговоры ведутся как раз о создании команды юношеской хоккейной лиги. Мы к этому идем, подготавливаем детей. Надеемся, что это все-таки свершится в будущем. Участники финального этапа турнира станут известны 27 марта, а пока все участники с боевым настроем и решительностью бьются за каждый балл и шайбу. Ведь, как известно, трус не играет в хоккей. Ларина Сукоева, Иван Сорокаумов, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.